Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей информационной программы «Неделя» в студии Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Защитники отчизны. Из Грозного в зону СВО отправился очередной борт с добровольцами. Вы сами вышли на этот благородный путь защиты Родины, своей страны и своего флага и гимна. Удачи вам всем! Легитимность и прозрачность. В правительстве Чеченской Республики обсудили подготовку к электронному предварительному голосованию партии «Единая Россия». В сентябре, в единый день голосования, выборы главы республики, депутатов Государственной Думы, выборы депутатов Законодательного собрания республики, муниципальных депутатов, Всегда наготове. Республиканский центр медицины катастроф имени Ахмата Хаджи Кадырова отметил 30-летие со дня основания. Хотелось бы отдать вам дань уважения, особо слова уважения, благодарности ветеранам службы, которые стояли у истоков центра. Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в зону проведения СВО отправился очередной борт с добровольцами. Все они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Проводил бойцов председатель правительства Чеченской Республики, начальник регионального оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов. Сюжет Хавы Ахмадовой. Очередная группа добровольцев отправляется в зону проведения специальной военной операции. Все бойцы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина и готовы к выполнению поставленных задач. В рядах добровольцев бойцы из разных уголков России. За короткий срок они освоили основные дисциплины от огневой подготовки до тактической медицины. Подготовка хорошо, значит, подготовились нормально. Все хорошо, жалуемся. Братья тоже самое, Юждак, поддержка нужна, победа будет за нами. Вот так вот. Решение было принято давно, просто мирные дела не позволяли уехать раньше. Подготовка у нас проходила в Руси. Спасибо Рамзану Ахматовичу, потому что он приложил очень много усилий, чтобы дать ребятам именно что надо. Одел, обул, сказать так, накормил, подготовил. Перед вылетом к участникам обратился председатель правительства Чеченской Республики, руководитель регионального оперативного штаба по проведению специальной военной операции Магомед Даудов. Он пожелал бойцам успешного выполнения поставленных задач и скорейшего возвращения домой. Среди вас есть уже опытные, видно это было сейчас. Вот самое главное передать этот опыт своему брату, который идет с вами плечом к плечу. Берегите друг друга, поддерживайте. Вы сами знаете, поддержка – это самое главное. Вам большая честь. Это не выпало вам, а как бы вы сами вышли на этот благородный путь защиты Родины, своей страны и своего флага и гимна. Удачи вам всем! Многие бойцы спецназа Ахмат подписывают контракт повторно и уже имеют опыт участия в выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции. Они продолжают службу с общей целью – довести начатое до конца. В составе подразделения спецназ Ахмат уже 4-й раз. До этого летал по 4 месяца, сейчас вот на полгода. Летим работать. Каждый уже понимает, что делает. Каждый понимает, для чего он это делает. Ребята все здравые, бодрые, знают, умеют работать в первую очередь. Заряженные общим духом, заряженные атмосферой в первую очередь, патриотизмом. Все настроены на то, чтобы на выполнение результата. Последние минуты перед отправкой. Уже в ближайшее время бойцы приступят к выполнению задач в зоне проведения операции. Решимость добровольцев остается примером преданности своему делу и родине. С самого начала специальной военной операции региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказывает всестороннюю поддержку добровольцам. Фонд не только активно участвует в подготовке и обучении бойцов, но и берет на себя все сопутствующие расходы. От предоставления современной экипировки до полной оплаты проживания. Хава Ахмадова, Сайдамин Ибрагимов, Артур Хациев. Неделя. В правительстве региона обсудили подготовку и проведение электронного предварительного голосования партии «Единая Россия». Совещание провел заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, первый заместитель секретаря Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Ахмед Дудаев. Рассмотрели вопросы информирования избирателей о процедуре голосования, а также ход формирования предложений в народную программу партии в
в Чеченской Республике. Лиана Хаджиева продолжит. Предварительное голосование, которое определит кандидатов для выдвижения от партии на сентябрьские выборы, проходит полностью в цифровом формате с применением технологий блокчейн. Это гарантирует защиту результатов от любых манипуляций и сохранность персональных данных. В Чеченской Республике налажено взаимодействие всех структур для обеспечения качественного, прозрачного и легитимного процесса предварительного голосования. Работа ведется в строгом соответствии с установками лидера субъекта, отмечает заместитель председателя правительства региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации, первый заместитель секретаря Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Ахмед Дудаев. يقي масштабный многоуровневый выбор шу бақы хармеш бу йоца шоу что холдер карл дахкарно хардацвен в сентябре в единый день голосования выборы главы республики, депутатов Государственной Думы, выборы депутатов Законодательного собрания республики, муниципальных депутатов бақы хармеш буквой окшер всего 385 мандатов харжвеш выбор шу почти 870 тысяч на сегодняшний день избиратель шбу дороги ам арадала йоца اشتهرم شبابيش يق мероприятие يق كيشم بابيش صديق أنا خيتم وما كدارم زان عشرة عدوان شردن поручения элша совещаний халхе вакечем бодадуил далитер бахандольше вая по всем пунктам по дорожной карте с опережением по графику помобез болх качественно в срок выполнять без хаду ошду халхе дуил далер бахандольше вайн са проблемы шумадат са задержки шумадат. Этап регистрации участников предварительного голосования завершился 14 мая. В рейтинговый список вошли 777 кандидатов, сообщил руководитель регионального исполнительного комитета Чеченского отделения партии «Единая Россия», член Генерального совета партии «Единая Россия» Адлан Динаев. На уровне ГД у нас зарегистрировано 28 человек. Количество мандатов 385 мандатов. У нас один мандатник у нас идет, 3 у нас идет по списку ГД, парламент у нас 41 мандат, городская дума у нас 31 мандат и, соответственно, по всему МСО 309 мандатов. И всего 385 мандатов. И на эти 385 мандатов 777 кандидатов зарегистрированы на сегодняшний день, это трудно полностью на данном этапе, В этом году жителям региона предстоит выбрать главу субъекта, депутатов Госдумы Российской Федерации, парламента Чеченской Республики, Грозненской городской думы и представительных органов 15 муниципальных округов. Всего 385 мандатов. Право голоса имеют все граждане Российской Федерации старше 18 лет, зарегистрированные на территории Чеченской Республики и имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Их регистрация продолжается до 29 мая включительно. Лиана Хаджиева, Сейд Эмин Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя. 30 лет исполнилось со дня основания Республиканского центра медицины катастроф имени Ахмата Хаджи Кадырова. За это время учреждение стало одним из ключевых в системе экстренной медицинской помощи региона. Особую роль в становлении центра сыграл первый президент Чеченской Республики. Подробнее в следующем сюжете. Сколько примерно вы видите пострадавших? Все, бригада выезжает. Всего один такой экстренный звонок может стать вопросом жизни или смерти. В диспетчерской центре медицины катастроф важна каждая секунда. Здесь работают люди, которые первыми слышат чужую боль и сохраняют спокойствие даже в самых критических ситуациях. Петиман Гайтамирова – одна из тех, кто ежедневно принимает экстренные звонки и координирует помощь. После передачи, например, о происшествии ДТП, мы принимаем заявку и при необходимости, если нам необходимо предоставить, например, бригаду скорой помощи, мы отправляем бригаду скорой помощи непосредственно на место происшествия, если это пожар или ДТП. Если бывает, что так массовое ДТП или же масштаб пожара большой и необходимо задействовать несколько бригад, мы снимаем с постов нашей бригады скорой помощи и отправляем на место происшествия. Республиканский центр медицины катастроф имени Ахмата Хаджи Кадырова работает с мая 1996 года. За это время служба стала одним из главных звеньев экстренной помощи в регионе. Бригады центра выезжают на места крупных ДТП, пожаров и стихийных бедствий, работая в режиме постоянной готовности.
Только за последний год специалисты центра провели более 1500 операций, в том числе 120 сложнейших прямо на выезде. Врачи и фельдшеры должны быть готовы к любому сценарию, от остановки массивного кровотечения до экстренных вмешательств в полевых условиях. Оказывать первую медицинскую помощь при открытой ране нужно незамедлительно. В случае кровотечения, как венозного, так и артериального, необходимо останавливать его прямым давлением на саму рану, а уже после накладывать жгут. Подготовке специалистов здесь уделяют особое внимание. На базе центра функционирует школа, где обучают не только медиков, но и сотрудников экстренных служб. Только за 2025 год навыки первой помощи получили почти 8000 человек. Никто не застрахован от того, что ничего не случится. Бывает, мы просто идем по улице, с кем-то что-то может случиться, даже с нами может что-то случиться. Если человек будет владеть навыками оказания первой помощи, самопомощь может оказать, может взаимопомощь оказать любому человеку, который нуждается в помощи, он может оказать помощь. Сотрудники центра оказывали помощь и в зоне проведения специальной военной операции. За это время туда были направлены 124 специалиста регионального здравоохранения. Поддержку медикам оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. В начале СО я находился на территории Мариуполя. Мы с группой выехали для оказания первой экстренной помощи нуждающимся нашим бойцам. Поначалу было очень сложно, непонятно, как оказывать помощь в таких же условиях. 2-3 дня адаптировались, и так как больных было очень много, приводили очень тяжелых больных, мы оказывали помощь на месте. И после этого эвакуировали этих же больных в Старобельский. Так работали в течение 1,5 месяца. Центр носит имя первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджикадырова. Именно его поддержка в начале 2000-х помогла сохранить кадровый потенциал и материальную базу учреждения. Сейчас Республиканский центр медицины катастроф входит в число передовых служб страны, а профессионализм сотрудников неоднократно отмечался на федеральном уровне. Мы в 2020 году участвуя в конкурсе «Лучший центр медицины катастроф Российской Федерации», мы заняли первое место. Это было очень сложно. Благодаря главе нашей республики Рамзану Ахматовичу, благодаря министру тогда было полное содействие, и нам оставалось только работать, предоставлять материал, результаты, и мы заслужили первое место. Потом сотрудники нашего коллектива обратились ко мне с просьбой обратиться к министру здравоохранения о присвоении звания имени первого президента Ахмата Абдулхамидовича Кадырова Далгас Облдольсон. Мы с письмом вышли на министра. Министр приложил туда сопроводительное письмо, обратились в администрацию главы республики. И 4 октября 2021 года нашему центру присвоено имя Героя Российской Федерации Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, чье имя мы с гордостью на всех площадках несем. Сегодня Республиканскому центру медицины катастроф исполнилось 30 лет. На празднование юбилея собрались сотрудники и ветераны службы, те, кто стоял у ее истоков. Поздравил коллектив министра здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов. Хотелось бы отдать вам дань уважения, особо слова уважения, благодарности ветеранам службы, которые стояли у истоков центра. И отдельная благодарность за самоотверженную работу при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с немножко охолодным апреля. Вы действовали достойно, четко и профессионально. Желаю вам удачи, успехов и больше жизни, чтобы вы спасали. Да, мала. Как делал, что типа, она услуги душину, Рамзан Ахматович слушал внимание, да, именно ожидается. Вы находитесь на передовой, можно так сказать. В течение 30 лет дуктулкой машина, много жизней вы спасли. В последующем доктор Шукса, когда ашиш благодарю. В ходе мероприятия руководитель ведомства вручил отличившимся сотрудникам государственные награды, медали за храбрость 2-й степени и нагрудные знаки «Отличник здравоохранения». Почетные грамоты МЧС России. Бардиев Рухман Ахмедович. Сегодня в центре работают более 100 специалистов, опытные врачи, кандидаты и доктора наук. Все они заявляют, что жители республики могут быть уверены, в любой, даже в самой сложной ситуации помощь придет быстро и будет оказана на самом высоком уровне. Седа Хасиева, Сейтамин Ибрагимов, Асхаб Керимов. Неделя.
Советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов посетил школу хафизов имени Зелимхана Кадырова в селе Ахмат-Юрт. В ходе инспекции он ознакомился с организацией учебного процесса и пообщался с будущими хафизами. Лиана Хаджиева расскажет подробно. В Чеченской Республике функционирует 11 школ хафизов. Все учебные заведения курирует советник главы Чеченской Республики, директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Очередную инспекцию богослов проводит в школе хафизов имени Зелимхана Кадырова в селе Ахмат-Юрт. دحر ومهكحة قرآن دقا عام وشة اللي نيوش الحجرة وبتشو الله دالك أزبيقا بولتنا مغوش مرشي وش دال ودقا الله توليس تحيت حجري ومهكح اشت مثلا هاقو باقو شقور وشة قوزي قاچنا وربطة دال مولا ويوشة قيتردو مثلا هابيش بولخبو هر حجر قاستنا وكونكورش كاح مصو آغور ومحكنا خذلية سنجوغا يوحكا عن بيشا عثمان رح يغروش مسارة خذ ديك بوه بيشا حدو وقشدو تاقوي أبشي دعبوني موش بولخ موبوحش قيام موبوحش مصو حجرع إش تعبيوش بوهبو. В августе прошлого года в школе состоялся новый набор учащихся. Об успехах воспитанников и организации учебного процесса рассказал заместитель директора учреждения Усман Юсупов. أوغوست باتح تحري ويبوسكلا ويأهجه عبول بيد كالبيش برخوي أخرش بقى ديش رهووكا أخور قاجوز دير عن دخ بالبيرش قاجوز دير على إشت حال بولا قاجوز بولا بر إس إتجوز بولا إشت باش بوش هاي خرخوش ورا يور حال ديزا دوسير قي قرآن صونغا تايت دول في خشينا دويش وقت عبيوش بو دلائل الخيرات وردينا دويش وقت عبيوش بو دايلو يتمس في صونغا ختم شيرسي سلوش تاكرسي قدعت أبيحكن دول بيلخش وين إذا مقارش بيش حبوش بو. После Адам Шахидов выступил перед муталимами с напутственным словом. Он призвал учащихся проявлять усердие в изучении книги Аллаха и уважать учителей. Богослов также отметил, что в регионе созданы все условия для изучения священного Корана, благодаря всесторонней поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова. محكنا شيخ دق بركة حداليوش تيوهرا نوخ أما بوقش بالا حيزور دور زامن شوح تمش بولش بعزل نشكح أدم هلك دينا دولش دين سدوش دين هدا سووش ناح ديح سيح مخشكر حاباقين قومن يوش باتشع يوشال لغوت وان باقنا دالو يورترا ويقومن تربل هو سيلع وش والعالم استقونا غاتين أحمد عجدال غازو تقوبل دلسنة تاك إزيك توب شن أولي ياقين خيال خستك دوق ظلما دو على أول ديل بربنسا ونوحشي قام كل حرداقنا سن كانت والين ببتشع رمزان حج هر حجر شوين يناس عاش مصوهم يوشوغا دا ملا قرآن دويشان ستيبندي سن خصو غتش ديش يهون ديش دوتسوام شي قام هر قرآن بوصل قام شيان دوق ديز ديلا اش قرآن ديش اش صلوات دلش دلال الخيرات ديش اش دعاء ديشي هر موحق دال عالش بير برق ويقام دال عالش دي درق على ساتويسوشا اشتقحوك شويس. Школа хафизов имени Зелимхана Кадырова функционирует с 2010 года. За это время сотни учеников прошли здесь углубленное изучение священного писания и удостоились почетного звания хафиза. أخو حجج كح هو هجاح بقى ديشر هو عن هجراه والله ديشر هويبو أخديل إيه تمسيو قاح أتو ديكي بولش أخ يوتشنز موجنز عميتك سي هيخر وسي أتو ديكلرنا أخور هجاح ويمها أرده هو التنا ديركتر أخ زاوج أخ هيخر هوي وسبيتاتش خدع دوش تغوقش تشبه بالله أصبالغ سي أخ أصبيرشنا شايرجي أصلوي خضر بعندوش ديك دويشش بو ديك قيمش بو يقيم شوية وي
konkurs klasdagchi ارها سيرسيسكي مجدنا ردي قوسم شكاها ديل ايتم سوك ازجول شخان شوها ويموت ايلمش ويماك ابو موت ايلمش حاجوي تشتوز. Хафизы из Чеченской Республики представляют регион на всероссийских и международных конкурсах, регулярно занимая призовые места и демонстрируя высокий уровень религиозного образования. Лиана Хаджиева, Ибрагим Батаев. Неделя. В Российском исламском университете имени Кунта Хаджи прошел межрегиональный молодежный форум на тему «Информационная и духовная безопасность современной молодежи России. От глобальных вызовов до личной безопасности». Участники обсудили вызовы, с которыми сталкивается молодое поколение в цифровую эпоху, а также вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Подробности у Лианы Хаджиевой. Межрегиональный молодежный форум «Информационная и духовная безопасность современной молодежи России от глобальных вызовов до личной безопасности» собрал около 200 участников, среди которых религиозные и общественные деятели СКФО, представители молодежных и студенческих общественных организаций, представители исламских и светских вузов Чеченской Республики и СКФО вместе со студентами. Традиционно открытие начинается с чтения священного Корана. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. С приветственным словом к собравшимся обратился ректор Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Абдурахим Мутушев. Он отметил важность проведения подобных мероприятий и пожелал участникам плодотворной работы. Молодежь сталкивается с множеством вызовов. Важно понимать, что информационная безопасность – это не только защита данных, но и создание безопасной среды для формирования личности. Мы должны обеспечить молодежи доступ к качественной информации, способствующей их развитию и воспитанию. Приветственный адрес от заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмета Дудаева зачитал его заместитель Ламберт Музуров. Уверен, что форум станет площадкой для выработки эффективных решений и обмена опытом в вопросах информационной и духовной безопасности молодежи. Желаю всем участникам форума плодотворной работы, содержательных дискуссий и успешной реализации намеченных инициатив. С уважением, Ахмет Дудаев. В ходе пленарного заседания участники выступили с докладами. Среди ключевых тем формирование гражданской идентичности в цифровую эпоху, роли религиозных ценностей в формировании духовной безопасности. Сегодня основной акцент на конференции сделан по работе в сети интернет, и у меня доклад был по безопасному поведению в сети интернет. Доклад был направлен на вопросы, связанные с исламской идентичностью, поведение исламской молодежи в российских регионах, немусульманских регионах, и создание условий для того, чтобы мусульманин мог исполнять свои обязанности. Сегодня вопросы информационной безопасности выходят далеко за пределы интернета. Эксперты говорят, речь идет уже о сохранении духовных ориентиров, исторической памяти и культурной идентичности молодежи. Именно поэтому форум объединил не только богословов и педагогов, но и представителей медиасферы, общественных организаций и патриотических движений. Организатором мероприятия выступил Российский исламский университет имени Кунта Хаджи при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вызовов, современности и роли молодежи в обществе. Лиана Хаджиева, Юсуп Ижиев, Мансур Исмаилов. Неделя. В ЧГУ прошел круглый стол, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие приурочили к 75-летию со дня его рождения. В обсуждении приняли участие депутаты парламента региона, представители интеллигенции и студенты. Участники говорили о жизненном пути Ахмата Хаджи Кадырова, его мужестве и решениях, принятых в один из самых сложных периодов для республики. Отдельное внимание было уделено роли первого президента в становлении мира, стабильности и возрождении региона. Время неумолимо. Кажется, это было совсем недавно,
когда мы в одной команде с Ахматхаджи Кадыровым летом 2000 года начали свой нелегкий путь к миру на чеченской земле. 12 июня 2000 года Ахматхаджи Кадыров был назначен главой администрации Чеченской Республики. Это был весьма сложный период. Почти 10 лет беззакония, десятки тысяч погибших мирных жителей, частые обстрелы, теракты и разгул ваххабизма. Ахматхаджи Кадыров вместе с командой верных соратников бросил вызов экстремистам и террористам, из-за которых в регионе происходило истребление чеченского народа. Царили хаос, бандитизм и беззаконие. Он сделал все возможное, чтобы спасти чеченский народ от неминуемой гибели, начать процесс восстановления и укрепления стабильности в Чеченской Республике. В Шалинском районе прошел межрегиональный фестиваль народного творчества «Сила в единстве». Мероприятие посвящено 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, а также Году единства народов России. Мероприятие объединило творческие коллективы, мастеров декоративно-прикладного искусства и представителей различных регионов страны. Для гостей организовали национальные подворья, выставки народных ремесел, мастер-классы и концертные выступления. В фестивале приняли участие коллективы из республик Адыгея, Башкортостан, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Алания, а также из Астраханской области и Чеченской Республики. Огромное количество гостей. Фестиваль объединил разные народы, разные культуры. И сегодня очень интересно было увидеть, познать культуру других народов. Очень хорошо подготовились организаторы, нам все нравится. В рамках фестиваля также состоялся гастрономический конкурс «Хынгалш и Чепалгш», где сельские поселения представили традиционные блюда и элементы национальной культуры. Первое место в состязании заняло село Герменчук. Завершились праздничные мероприятия костюмированным шествием по центральной улице Шали и галоконцертом в районном дворце культуры. В Грозном прошла благотворительная акция для воспитанников специальной школы-интерната для глухих и слабослышащих детей. Мероприятие приурочили к священному празднику Идаль-Адха и Международному дню защиты детей. Организаторами выступили коммуникационное агентство IDA PR и региональный контент-центр Чеченской Республики при поддержке партнеров Синабон и Киев. Для ребят подготовили насыщенную программу. Аниматоры, интерактивные игры, шоу и другие развлекательные активности сделали день по-настоящему праздничным. Кроме того, детям передали развивающие игры и учебные материалы для занятий и досуга. Они нуждаются в нашем внимании, понимании и в нашем взаимодействии. Дети, они не могут сидеть, постоянно находиться на диванах или в одном своем, знаете, пространстве. Здесь немножко другое дыхание, другой темп, другой задор, новые лица и новый формат. Было все здорово, просто молодцы. В Грозненской школе номер 8 прошла тренировка по эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации. Комплексные занятия для учащихся и сотрудников образовательного учреждения организованы по поручению Совета безопасности Чеченской Республики. Программа рассчитана на весь учебный год. Как отмечают организаторы, полученные знания помогут школьникам выработать устойчивые навыки безопасного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью. Обучение организовано мэрией Грозного совместно с Росгвардией, МЧС и МВД. В ходе занятий будут проработаны умения самостоятельно ориентироваться в чрезвычайных ситуациях природного и технического характера. Особое внимание уделяется правилам поведения при террористической угрозе, оказанию при первой медицинской помощи, а также приемам и способам эвакуации людей. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.